3-2 в пользу Ингушетии. Сегодня наша республика отмечает свой день рождения. Мы приветствуем всех зрителей телеканала «Магаз». В эфире специальный выпуск программы «Культура», посвященный этой дате. Региону исполняется 32 года. Это прекрасный возраст, ведь несмотря на то, что юность уже позади, молодость в самом разгаре. Это время зрелости и осознанности, время подводить итоги нелегкого пути становления, а также время строить планы на будущее и смело идти вперед. Мы желаем родной Ингушетии процветания, мирного неба над головой и беспрерывного развития. Мы рады приветствовать в нашей студии талантливых людей, стоящих на страже развития культуры региона. Это Микаил Базоркин, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия, художественный руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра региона. Магомед Бекмурзиев, общественный деятель, член Союза журналистов России. Айна Гитагазова, народная артистка Ингушетии и Чеченской Республики, актриса. Рахман Беков, заслуженный артист Республики Ингушетия, актер. Фатима Хамхоева, художник-модельер. И юная звездочка Белла Бекова. И они пришли к нам не с пустыми руками. Сегодня эксклюзивно в эфире национальной телерадиокомпании «Магаз» состоится премьера клипа Айны Гитагазовой. Ну и для начала хотелось бы услышать от вас, как от жителей Ингушетии, какими достижениями республики вы гордитесь. Я могу говорить, наверное, в первую очередь о культуре, потому что непосредственно занимаюсь, это мой род деятельности. Очень много проектов, федеральных, местных проектов, которые реализуются, очень активная жизнь. В принципе, вот 3 спектакля за год мы сейчас ставим в театре, это много. Ждем мы, Бог даст, строительство своего театра. Целый ряд объектов в сфере культуры, которые сейчас готовятся к воплощению, к строительству. И, насколько я знаю, да, вот в ближайшее время уже будет реализован наш проект. У нас сегодня, если провести сравнительный анализ с тем, как было прежде, у нас сегодня практически укомплектован парк, автомобильный парк, у нас, то есть свет, техническая, звуковая аппаратура. Ну, грех жаловаться, не хватает только здания вот сейчас, которое мы ждем, да, в принципе, относительно вот, там, мы поступательно развиваемся. Динамика есть. Да, динамика, конечно, есть, да. Магомед, вам слово. Добрый день. Я, помимо всего того, что вы сказали, являюсь еще куратором некоторых федеральных национальных проектов по Северокавказскому федеральному округу, точнее жилье, доступная городская среда и безопасные, комфортные автомобильные дороги. Хочу сказать, что в этих 2 проектах Республика Ингушетия находится на сегодняшний день в зеленой зоне, и мы с опережением и сроков, и с очень хорошим качеством представлены и в СКФО, и в Российской Федерации в целом. Я хочу напомнить нашим жителям, что десятки миллионов людей сегодня живет на этой земле, на этой планете, не имея своей государственности. У нас на сегодняшний день, благодаря некоторым истинным ингушам, достойным сынам нашей Родины, состоялся этот факт, и мы сегодня имеем свою республику, имеем свой гимн, свой флаг, свой герб и все атрибуты государственной власти. И от нас всех, от нашего единства, от нашей вообще мотивации зависит, как мы будем жить
дальше, как будут жить наши дети. Я всем нам желаю ума, сил и правильной цели и достижения этой цели. Ассаламу алейкум рахматуллах, Масухазам Беркатвель. Я присоединяюсь полностью к сказанным словам моих старших братьев. И, пользуясь моментом, скажу, что я горжусь на самом-то деле, что я работаю в театре, Русском государственном музыкально-драматическом театре Республики Ингушетия, где руководит наш брат Михаил Валерьевич Базоркин. Аллах Риасалвош. И особенно я горжусь тем, что у нас в регионе Ингушетии, частицы России большой, что и идут хорошие плодотворные работы. Очень радует такая хорошая продуктивность в постановках в нашем театре и также такого образа бесподобные работы клипов. И дай Всевышний, что мы будем цвести дальше и дальше. Процветания нашей Ингушетии желаю от чистого сердца. Спасибо. Я, как представитель ингушской культуры, в первую очередь, хочу сказать, что я горжусь нашей историей, нашей культурой, представителями нашей сферы. У нас, несмотря на то, что нас мало, на такое небольшое количество сравнительно людей, огромное количество талантов. Это говорит о том, что культуре быть, нации быть, народу быть ингушскому. Пусть так будет еще много-много-много столетий. Я рада, что я хоть какое-то участие приняла в этом проекте и вложила частичку себя. Я считаю, что очень большое участие приняла в проекте. На самом деле я очень рада, что я участвовала в этом проекте. Для меня это большая честь, и я как будто окунулась в эту историю. Про эту легенду и про то, насколько эта история была такой храброй. Какие люди в то время были храбрые. И на самом деле наш народ — это большое, это важное для нас, для всех ингушей. Эта история, мы можем ей гордиться. Мне прям понравилось в нем участвовать, потому что я почувствовала себя прям вот этим жильцом вот этих времен. И для меня это была большая честь. Как возникла идея создания видео, его концепция, и, насколько мне известно, в основе лежит легенда Тейпа Шонхой? Можно я передам слово Михаилу Валерьевичу, потому что эта идея принадлежит ему. Тут в двух словах всю эту историю рассказать сложно, поскольку идея создания тогда еще не было клипа, а вообще воплощение этой истории, она возникла давно. Прежде, наверное, стоит рассказать о самом тексте, архаичном тексте, это фольклор. Текст песни возник очень давно, в древние времена. Конечно, со временем он обрастал какими-то дополнениями, что-то терялось, потому что тексту сотни лет. Вот. Часть этого текста, куплеты, вот, они были найдены Тихонов был такой ученый, переведенный с чеченского языка. Значительную часть этого текста я нашел в архиве у деда, где-то он был в романе Истмояков, вот опубликован. То есть это некий собирательный образ, исполнялся он в древности от женского лица, вот некий такой, ну, я его так называю, гимн нахских женщин, да, когда еще не было таких четких подразделений на отдельные национальности, а были родоплеменные общества, союзы, которые расселялись на огромных территориях. Вот. И нашу привязку, вот именно не нашу, а вот именно Шонхой, вот, к этому тексту дает одна строчка. «Я косы отрежу, чтоб косы пошли на его тетиву». Это в контексте песни звучит эта строчка, да, она очень древняя, то есть вот это явно без дополнения, это как бы это у истоков, когда эта песня только зарождалась, уже эта строчка в контексте этой песни звучала. Вот. И история рода Шонхой, Гитагазова Шонхой, да, история рода Шонхой, которому принадлежит да, тайный вот Гитагаз. именно начинается с основателя этого рода Шон
Чоч, да, Шон Чоч, ущелье, Шонхой, там речка Шон, Шони, это село, которое рядом. То есть там все вот это вот вверху, Нижний Шон, Верхний Шон, это все территории этого рода. Оттуда вышло, по-моему, если не ошибаюсь, 12 фамилий или 18, могу обмануться. Вот. И легенда гласит, что у основателя этого рода, Шон, который вот первый этот замок построил, он был очень классным стрелком. Вот. У него была красавица-жена, которая по одной версии легенды там 7 раз, по другой 12 раз, она обматывала косу вокруг пояса. У нее была великолепная коса, которой она славилась. Тогда же волосы вообще, это была особая статья женской красоты, которую лелеяли, и это у всех кавказских народов, особенно вот здесь на Северном Кавказе. Вот. И был, сейчас не буду называть, но хотя их практически не осталось, было племя, которое вот на этой стороне Фяпинского ущелья, Джарасского, Фяпинского, но прежде всего Фяпинского ущелья, они бесчинствовали вот, и разбойничали, поскольку тогда они могли выставить 60 всадников, это по тем временам это было огромное число, то они занимались беспределом, им понравилась эта красавица-жена Шон, ну и вообще они ему завидовали. Они окружили этот замок и напали на него. Вот. И когда Шон отстреливался, его супруга подавала ему стрелы и тетивы, которые тогда из конского волоса плелись. Вот. И когда в пылу боя он отбился, он остыл и понял, что стрел у него должно было хватить запаса, а вот запаса тетив у него было меньше, и их бы не хватило. Вот. И он обернулся, чтобы спросить уже супруги, где она взяла столько тетив, и увидел, что она без косы. То есть это наглядно демонстрирует, да, вот нашу причастность именно рода Шонхой, да, к этой древней, вернее, легенде, к этой древней песне. Вот. И доказывает то, что это некий собирательный образ, да, такой объединяющий. В данном случае наша задача, да, она объединяющая, потому что это хорошая идея, хорошая история, которая говорит о родственности нахоплеменных союзов древних, да, там можно по-разному называть это все. Отсюда назрел вопрос, пришлось ли Айне в реальной жизни пожертвовать, как и своей прабабушке, роскошной шевелюрой? Успокой наших зрителей. Волосы на месте. Элизочка, я открою страшную тайну. В клипе использована не моя шевелюра, так как моя шевелюра находится под плотной косыночкой. Вот, сверху использован парик, да, поэтому ни одно живое существо не пострадало во время съемок клипа. Тоже важно отметить. Естественно, несмотря на то, что я много раз внучка красавицы супруги Шуан, я не обладаю косой, которая вокруг пояса будет крутиться 18 раз. А кто замерял, что там под хиджабом? Ну там, да, история умалчивает. В общем, но даже парик, откровенно говоря, было как-то очень кощунственно срезать эту большую косу, которую мы собирали. Открою секрет, из нескольких париков. Вот. Поэтому даже в этот момент чувствовалась трагичность ситуации, на какие жертвы пошла эта женщина, дабы спасти своего супруга. Вот такие у нас героические были женщины. Я должна отметить, что я не первая исполнительница этой композиции, я бы даже сказала больше, это целый проект, исторический проект, да, музыкальный. Впервые песню «Волчица» исполняла группа «Луаций» на своем сольном концерте в Грозном, мои коллеги Зара и Белла. А сегодня, на сегодняшний день, Михаил Валерьевич предложил мне этот проект реализовать уже в своей интерпретации. И я, конечно же, когда услышала эту идею, у меня мурашки по коже. Михаил Валерьевич, если вы помните, вы меня вызвали рассказать об этом проекте и были не в курсе, что я Шуанхой. Я был даже так? То есть это случайность? В курсе? Нет, это ты сакцентировала на этом, как я не был в курсе, конечно. В курсе? Да. В общем, я запомнила, что вы были не в курсе. Ну, так показалось. Да. Я такая слушаю эту историю и говорю, я же сама Шуанхой. А об этой истории и у меня знала? Мурашки. Нет, я не слышала. И у меня мурашки прям по коже. Я говорю, нет, это точно мой проект. Я не знаю, как так сложилось, как так звезды сошлись, но я обязательно должна приложить руку и свою версию этого проекта реализовать и вывести в массы. Поэтому спасибо огромное за эту идею. Спасибо. У нас не просто все происходило. Я, как человек приверженный
исторической правде боролся за каждую строчку. Айна как исполнитель и как для нее в первую очередь важна художественная составляющая. Она что-то там где-то изменяла. Но есть какие-то вещи, которые с точки зрения нашего менталитета, какие-то строчки так, показались сложными к исполнению, скажем так. Неприемлемыми, возможно. Не то, что сложными для восприятия и как бы могли бы неоднозначно быть приняты. Поэтому Айна их убрала. А я, конечно, с болью к этому относился, потому что мне казалось, что по-живому кромсают исторически архаичный текст. Но я понимаю, почему Айна это сделала, и приветствую результат, который мы сегодня получили. У вас очень интересный актерский состав получился. Рахман Беков, насколько мне известно, исполняет роль того самого основателя Тейпа Шон. Честь имею, конечно, на такую замечательную роль. Наверное, зритель думает, смотрит и размышляет, что это игра, но в эту игру нужно окунуться, понять, ощутить. В принципе, мне помогает мой ингушский стержень, мне моя кровь помогает. Вот мои братья, и я родился, вырос, и мне это все помогает. А остальное, что дело физики, я не знаю, тоже, наверное, как-то мне природа в этом не обидела, вроде нормально. А сложности остаются только в моральном случае. Морально чуть-чуть, что скажет зритель, где-то что-то не оденешь, что-то забудешь, не повернешься, не отвернешься. Вот тут уже загоняешь себя, как бы, грубо говоря, некий тупик. И тут уже сложности. А так в физическом плане и в духовном плане вроде таковой трудности нету. Вот, а так хорошо все, это мое счастье, это, скажем, моя сладость, моя родина, мой стержень. Все хорошо. И спасибо Микаилу, спасибо Айне, спасибо всем ребятам, которые что меня поддерживают и направляют на нужное русло. Вот я завишу, в принципе, от моих старших братьев. Спасибо. Марко, спасибо всему коллективу театра, который участвовал в этом проекте, и лазали по скалам, там срывались. Все были привычные. Поэтому ребята вложились ради идеи. Им это, на мой взгляд, всем было интересно, все были включены, вот как все горели, на одном дыхании все это создавалось. Мне кажется, вы зря опасаетесь. После вашей роли в спектакле «Из тьмы веков» в образе Калоя, мне кажется, зритель уже привык, и вполне гармонично вы перешли в роль Шона. Конечно, опять же, возвращаясь к тому, что, скажем, мягко говоря и проще говоря, мне не привыкать. Ну, единственное, что все-таки остается так, что скажет зритель. Вот самое, что для нас, для артистов, это особо важно. Вот все-таки зритель нам нужен. Понимающий зритель, пускай он будет 100+1. Вот что я могу сказать. А так, да, с Калоя, наверное, все-таки... Зрителю уже не привыкать видеть вас привыкать, в принципе, этом образе, да. И в Калое, я помню, что с Микаилом Валерьевичем мы еще ставили несколько постановок, там было про Уцкмалса, было там и по Мачхо было, и там сейчас вот, и Семевиков, да. Не одна постановка, там хорошие работы. То, что я и ранее говорил, что очень радует такая хорошая продуктивность нашей культуры. Спасибо еще раз. Ты вообще везунчик, Рахман. Видишь, Уцкмалса, Калой, Шан. Самые лучшие роли. Топовые роли, да? Самые топовые. Я бы хотел отдать должное вот этой девушке, которая тоже вложила, как она сказала, частицу себя. Мне очень понравились костюмы. Конечно, мы все понимаем, что это черпается из нашей истории. Вот недавняя находка в Цори и другие находки, которые были, говорят о том, насколько ценна и древняя наша культура, и одежды, и предметов быта. И я бы, если можно было, добавил бы в эту работу наших предков, чьими руками создана вот эта бесподобная красота рукотворная в Горной Ингушетии, это наши башни. В театре мы понимаем, что есть там декорации, они меняются. А вот это декорации, которые построены руками наших предков. И они уже являются частицей участников этого клипа. Просто вдумайтесь в это. Через много сотен лет их творения тоже вошли в действие данного клипа исторического. И еще не раз войдут. И еще не раз войдут, да. Мне очень понравилась вся эта работа. Понятно, что это
Люди, которые мы смотрим с экранов телевизора, по телефону, с гаджетов, да, это красочно, красиво, легко, но за этим стоит огромный труд. Во-первых, это начинается от идеи, потом единомышленники, а потом огромный подготовительный процесс. Это же надо ставить трюки, там небезопасно совсем, на высоте стрелы, это одежда. Очень много составных элементов для того, чтобы сделать небольшой ролик с 5-6 минут по хронометражу. И я вас поздравляю с этой успешной, красивой работой, которая навсегда останется в истории Ингушетии. Я желаю, чтобы подобные работы, над ними думали вы. Микаил вообще генератор таких красивых идей, но и твои коллеги тоже. А мы будем помогать вам морально, может быть, финансово, насколько сможем. Здорово. Мне посчастливилось одной из первых посмотреть это видео, и скажу сразу, чисто вот мое мнение, Айна, это самый красивый клип за всю твою карьеру. Я желаю тебе побольше таких вот красивых, достойных, ярких работ, они тебе очень идут. И хотелось бы обратить внимание действительно на роскошные наряды. Смотришь просто на одном дыхании, и хочется вот эти вот все старинные ингушские наряды внедрить в нашу повседневную современную жизнь. Мы с Айной как-то вместе этот образы наши создали. Вот расскажу предысторию, как мы этот заказы шили. Айна звонит, я тогда еще не полностью дееспособная была после операции. Да. Короткий срок, плюс достать эти инструменты, рабочий материал. И каждый раз, когда Айна звонила или писала, у меня в мыслях, так, на этот раз, что она мне предложит? Или она придумала, уже есть какая-то там идея. Ну, кстати, Айна очень привередливый человек, мне кажется, особенно в плане того образа, который на она этот будет раз, перед зрителем. на этот раз. Были у вас споры? Нет, почему-то. Нет. На этот раз почему-то она полностью мне доверилась, как она сама это озвучила. Это большая редкость. Иногда о чем-то думаешь, а человек раз реализовывает. Ну и просто на одной волне оказалось. Видимо, да. Дала вот свободу мыслей и действий, да. Я о Фатиме знала только понаслышке. Мне хвалили ее как человека, который шьет, но не просто шьет, а творчески подходит к своим работам. Но у нас не было опыта совместной работы. Это первый опыт. Это первый опыт. Я решила рискнуть. Такой масштабный. Да, когда я поняла, что у нас такой проект, и это будет связано с историей, и там нужно какие-то элементы использовать, чтобы отголоски были. Потом мы должны какие-то важные вещи передавать точно. Потому что я знаю, что будет много полемики на тему там, костюмов, да, историки будут задавать вопросы и так далее. И нужен человек, который тоже творчески мыслит. И мне почему-то в голову сразу пришла девушка, о которой мне рассказывали, Фатима. Я решила, дай-ка я рискну, а сроки действительно сжатые, потому что было параллельно идущих много проектов у нас. Я позвонила, говорю, Фатим, мне сказали, что ты человек творческий, а у меня проект прям действительно творческий, мне нужно... Вот если тебе интересно, давай я расскажу, что да как. Фатиме стало интересно, на мое счастье. И я ее вот вместе со всем, что мне рассказывал Микаил Валерьевич, со своими какими-то представлениями и так далее, с отсылками на наши раскопки, фотографии костюмов древних и так далее, мы с ней стали представлять, что это может быть. Фатима присылала варианты, предлагала, я тоже что-то предлагала, мы вместе выбирали. Еще отдельно пошить костюмы девочки я Фатиму попросила в последний день, по-моему, или 2 дня. Да, за один день. За день до съемок клипа. Я говорю, ты знаешь, Фатим, там и девочка должна быть в костюмах, и у нас должны они перекликаться. Мне кажется, вы могли подать заявку на участие в книге рекордов Гиннесса. Фатиму надо заметить, что она настолько вот легкий в работе человек. Мне кажется, что другой мастер бы сказал мне, извините, девушка, вам в другую дверь. Вопрос к самой юной участнице исторического проекта был: расскажи о своей роли. Моя роль была быть продолжением той девушки, которая была с косой длины, ну, этой косой она славилась. То есть я была, как в этой роли, ее дочерью. Вот. Тебе играть не пришлось, по сути, получается? Нет, на самом деле пришлось, потому что момент с стрелами, там было, конечно, очень трудно адаптироваться, так как стрелы, я боялась, что это небезопасно, и
Вот в этом моменте кадр удавался сложно. Конечно, трудности бывали. Не сказать, что эта роль была легкой. Кстати, чтобы вот сейчас зрители все оценили и поняли, ребенок сам исполнил, сама все это выполнила, получается. Что тебе понравилось больше всего? Наверное, стрелять из лука. Это приносило мне большое удовольствие. Мне очень нравилось еще, мне вообще, в принципе, роль нравилась, потому что по мне очень нравится как артистизм в плане актерства. Помимо пения, мне тайком иногда нравится актерство, я люблю вот таким увлекаться делом. Вот, мне, в принципе, все очень понравилось. Скорее всего, во время съемок у вас было очень много красивых кадров. Это само собой, мне кажется, разумеется, поскольку локация — это Джейрах, по-другому быть не может. У вас очень хорошая съемочная группа. Ну, основная, да. Это Долгиш, это Харп и Шон. Да, и конечная в Магасе уже. Магасе конечная, да. А речь идет о Джейрахе, и мне кажется, что здесь наверняка было очень много красивых кадров. Вот такой вопрос. Насколько было сложно выбирать из этих кадров самые лучшие? Мне кажется, был соблазн практически фильм собрать, а вам надо уложиться в несколько минут. Это уже не совсем ко мне вопрос, поскольку там была съемочная группа, люди были профессиональные, талантливые. Но во время монтажа же вы присутствуете, решаете? Конечно. Нет, было значит, 3 составляющие основные, которые нужно было как-то объединить в одну сюжетную линию. Это было непросто, поскольку то есть художественная часть. Тут у нас на страже стояла Айна с щитом и мечом. Есть историческая правда, есть сюжетная линия, да, вернее, много сюжетов, как я уже сказал, да, это собирательный образ древнего монахского общества, и все это нужно было уложить в одну сюжетную линию. И привязались мы по праву, да, вот к той строчке, которая как наследница, да, Айна имела право воплотить, потому что это их родовая легенда. Конечно, была предыстория. То есть приехал, например, нужно поблагодарить его отдельно, это мой друг, руководитель Северо-Остинского театра, он великолепный специалист по боям на кавказском оружии. Он приехал, например, поставил бой, да, для нас, что он очень хорошо владеет вот этими вещами, он там и Россию выигрывал и так далее. Вот, то есть бой на саблях. На саблях, да, на саблях, да. Гиви Валиев, да, я прошу прощения. Вот, ребята, то есть это 3-4 республики, получается, участвовали в создании этого клипа, да, вот ребята с КЧР, это съемочная группа, то есть, но сама по себе идея, чтобы не повториться, режиссура, отладить с каждым человеком, промотивировать ребят, ведь там не только профессиональные артисты, там мне нужны были просто крупные ребята, здоровые, которые у нас есть, нам пришлось им бурками закрыть лицо, но она оправдана была по сюжету. Но они ни разу не бурками артисты. оговорился, да, башлыками оговорился, да, но они не артисты. Понятно, что они не хотели светиться в кадре, да, но мне нужна была их фактура, они крупные парни, то есть и они заразились идеей, просто они не готовы были как актеры себя эксплуатировать, поэтому очень долго, да, вот мы до этого проговаривали, работали, репетировали, мы долго к этому шли, с каждым человечком в отдельности, каждый кадр, и потом, когда, то есть по локациям выехали заблаговременно, определились, спасибо Баширу Куштову, Руслану Куштову, моему однокурснику и ныне нашему коллеге, да, вот, которые вот, создали все условия в Долгиш, где основные действия происходили, разворачивались этого клипа. Очень много всяких было, ну, скажем так, неоднозначных, деликатных моментов, я сейчас не все еще проговариваю, да, которые нужно было согласовать, чтобы потом из хорошей идеи, из желания сделать хорошее, вот, не получилось что-то, что нас покоробит. А были какие-либо казусные моменты во время съемок интересные? Ну, казусный момент был в том, что там бригада была под 30 человек у нас в целом, да, вместе с техническим составом, творческим составом и так далее. Вот, первый день мы приехали съемочный, а погода так жестокая была в эти дни, холодно было, промозгло было прям в горах. Вот, мы приехали, первые 2 дня мы репетировали, выбирали локации, Михаил Валерьевич нас готовил. А так получилось, что женской половины у нас было 2 человека, я и девочка еще с нами, Сабина, из коллектива. И мы их должны были кормить всех, понимаешь?
мужчин-то наших. Беда. Вот. Служба доставки не работает. Представляешь, не работает. На такой высоте нет. Вот, так что помимо того, что мы работали над этим грандиозным проектом, помимо этого мы всю эту большую нашу мужскую компанию еще и кормили. Вот. Это был плов наверняка. Да, если бы у меня были свободные руки, был бы плов. Там плов был, но не в моем исполнении. В последний день подключилась моя подруга Мадина Пугоева и наша коллега. Да, Ну, если Мадина была рядом, вы голодными не пловом. остались. Да, но так было все довольно-таки эпично, скажем так. А по поводу клипмейкеров хочу сказать тоже. Петруччо студия называется. И когда мы с Микаилом Валерьевичем обсуждали, кого бы выбрать, да, в качестве итога реализации, все равно ответственность большая лежит на команде, которая будет снимать клип. У Микаила Валерьевича были свои хорошие варианты. Мы даже начали с людьми работать. Да, у вас мальчики, же да, мы даже переговоры вели, да, мальчики. Даже начались переговоры. Но я посмотрела все, что сейчас делают на Северном Кавказе, и, на мой взгляд, самые яркие работы, как мне показалось, да, в принципе, цифры об этом говорят в YouTube, у Петруччо студио. И я все-таки предложила поработать с ними. Продюсерский центр «Звук М», с которыми у меня контракт, тоже поддержали эту идею. Я попросила, чтобы нам организовали совместную работу с этими ребятами. Артур Хасанов, клипмейкер, главный вот в этой компании, который проводит съемки, и, в общем, которому принадлежит эта киностудия. Он откликнулся, правда, ждать нам пришлось, чтобы свести наши графики 2-3 месяца друг к другу, чтобы и у них было окошко, и у нашей мы меняли команды. Этот график по различным причинам. Он двигался, да, то есть мы там не успевали, сроки были очень жесткие. У меня завтра сольный концерт в Казахстане, 19-го. Получается, мая. А сегодня утром мы еще заканчивали съемки из-за плотности наших графиков. Чтобы в общей сложности сколько времени ушло на съемки? Ну, конкретно на съемки ушло несколько дней. 4 дня. 4 дня, да, 5 дней, да. А вот на всю эту предысторию ушло несколько месяцев. Ну, в той или иной степени мы были задействованы, ну, как бы, да, не было прям такого плотного графика, чтобы мы постоянно занимались только этим, да. Ну, то я уезжал, то Айна уезжала, да. Но достаточно концентрировано, по крайней мере, в мыслях это все время присутствовало. Мы все Сложный, большой проект, приходилось заранее встречаться, ребята живут далеко, надо обсудить все воочию, выбирали среднюю точку, Нальчик, встречались, обсуждали. В общем, ну, я считаю, что это один из самых таких масштабных проектов, допустим, в моей творческой карьере. Ну и, может быть, и прозвучит нескромно, мне кажется, что в нашей музыкальной культуре этот проект тоже такой своего рода ноу-хау. Мне кажется, что такого еще не было в нашей музыкальной культуре, чтобы мы такую важную историю, глубинную, да, поднимали и реализовывали в таком грандиозном масштабе с участием такого большого количества людей, организаций, компаний и так далее. Ресурсов много задействовано. Что еще очень важно, да, вот на чем я постоянно акцентирую, и, ну, не просто проговариваю эту ситуацию, именно ставлю акцент, что это очень древняя история, не просто архаичная, очень древняя история, это собирательный образ, это то, что характеризует, вот с чего, как все было, и откуда все эти гены, как они формировались, да, то есть вот сегодня, допустим, Айна носитель этих генов, пусть спустя много поколений, вот, и очень интересно работать не с одной сюжетной линией, а объединять много сюжетных линий в одно единое. То, что сейчас, да, вот мы там, ну, есть некие там, скажем, недопонимание в каких-то аспектах, да, тут не может быть никаких неясностей, потому что это было настолько давно, когда вот эти вот родоплеменные союзы, да, вот, они еще не сформировались, как вот сегодня две братские национальности. Это было гораздо раньше, и это именно собирательный образ. И ценность этой презентации в том, что она происходит именно в день рождения Ингушетии. Да. Да, мы так и планировали. Во-первых, 100-летие нашей государственности. Во-вторых, в этом году. Во-вторых, да, мы приурочили ко Дню Республики, к 32-летию, и подгоняли под эту дату тоже презентацию.
я очень рада, что мы уложились, потому что по объемам проекта, по масштабам проекта сроки довольно-таки сжатые. Ну и я как человек, которому посчастливилось стать все-таки центральной фигурой в реализации этого большого проекта, хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к реализации, к исполнению, скажем так, и моей мечты. Это в первую очередь Микаил Валерьевич Базоркин. Спасибо вам огромное за то, что в принципе вы эту идею в себе вынашивали, я думаю, давно. Да. И реализация, выбор в реализации пал на меня. Мне это очень приятно. Я считаю, что это неспроста. Я считаю, что так было суждено. В целом, я хочу сказать огромное спасибо нашему замечательному коллективу за то, что прониклись нашей идеей, помогли нам ее реализовать. Без вас бы мы не справились. Хочу поблагодарить Фатимочку за великолепные костюмы. И несмотря на то, что я ставила неисполнимые задачи, она с ними справилась даже лучше, чем я ожидала. Наших гримеров, мою сестру-визажиста, которая сделала мне образ, тоже создала мой. Хочу поблагодарить, опять же, Башира и Руслана Куштовых, которые нам предоставили площадку. Хочу поблагодарить продюсерский центр, с которыми у меня контракт «Звук М», благодаря которым сегодня этот проект смог быть реализованным, потому что это, конечно же, не только физические, моральные и духовные затраты, но это, конечно же, и финансовые затраты. Тоже большое участие они приняли, помимо нашего театра. Ну и также продвижение на Кавказе, скорее всего, будет. И, конечно, и Петруччо студия, съемочная команда в лице их руководителя Артура Хасанова. Тоже огромное спасибо. Я знаю, что ребята тоже взялись за этот проект с большим вдохновением, с большим интересом, потому что, как Артур сказал, я очень люблю исторические проекты. Для меня это вот отдельная статья моей работы, от которой я получаю удовольствие. И когда он мне скидывал клип, даже черновую версию, он сказал, если бы я был ингушом, и у нас вышел бы такой клип, я бы этим клипом очень сильно гордился. Вот, поэтому я очень надеюсь, что я назвала всех, что задействовано было очень много людей. Но каждому я искренне испытываю такую душевную благодарность за то, что они, как и я, горели этим проектом, и благодаря этому горению мы смогли зажечь этот огонь. Я уверена, что зрителям не терпится эту всю красоту увидеть. И перед тем, как мы перейдем непосредственно к премьере, хотелось бы из ваших уст услышать такое короткое, но емкое поздравление родной Ингушетии. Вот главное, чего хочется пожелать, на мой взгляд, это самое большое. Все остальное у нас есть. Динул есть, мужество есть, возможности есть, авторитет есть, республика развивается, своя республика, самое главное, есть. Все есть. Материальные возможности, слава Богу, у многих людей наших есть. Вот еще если будет единство, тогда все. Тогда это будет такая сила, которая уже просто как ракета устремится вперед. Мы не должны ни в коем мере вносить разобщение в общество. Мы не имеем права делиться. Хватит всего этого. Только единство поможет нам крепко стоять на этой земле в своей республике. Только единство. Надо прогнать лень. Мы многие разучились работать, трудиться. Дал эхту бахул бейдик чамантех. Дал хакал иман тофер лолдвей. У мехке кунахи бахап халхах. Дук хос нецболыш хамдетат злилди цинхамби извинить эхта бахчан. Дал хакал тофер лолдвей. Я желаю своей Ингушетии. Наверное, все знают, что такое счастье. Это ж все самое наилучшее, все самое светлое, все самое прекрасное. Я желаю счастья, бесконечного счастья в обоих мирах. Продолжительных прекрасных эмоций. Выносимых приятных событий. Дай Аллах, что было у нас все самое наилучшее. Главное, как Магомед сказал, мой брат старший, и в единстве очень много чего. И символично, что все едино говорят о единстве. Вот оно и есть единство на примере сейчас вашего пожелания. А я просто желаю быть модными и стильными. Всей Ингушетии я желаю, чтобы вы все жили счастливо. Вы все жили счастливы, были счастливы, здоровые, чтобы все были умные, красивые,
Я желаю Ингушетии порой никогда не встречать войны и процветать такой же красивой, такой же, как и в ней живут люди. Ну и после всего сказанного сложно добавить что-то более емкое. Конечно же, в единстве наша сила, и сегодня мы тоже будем едины в своем пожелании. И я, как музыкант, хочу провести такую аналогию через свою профессию. В моей профессии, если мы слушаем ансамбль какой-то, да, красивый хор, красивое многоголосие, то это возможно для реализации только в том случае, если каждый из поющих будет понимать в своей партии, какую динамику он должен держать. Если каждый будет кричать и стараться перекричать своего соседа, то получится нечто неприятное для слуха. Также и мы, мне кажется, если каждый займет свою нишу в своей профессии, обязательно через трудолюбие, и каждый будет понимать, в какой степени сегодня он должен привносить вклад, вносить свои идеи или двигаться за ведущим голосом, тогда у нас получится красивый хор, красивый ансамбль, красивое многоголосие и красивая, большая, звучащая, приятная для глаз, для сердца, для слуха, для умов Республика Ингушетия. Дал барца болбвей, дал ирис долаш вахар халтвей. Мы гордимся нашим прошлым, ценим настоящее и с оптимизмом смотрим в будущее. Пусть каждый новый день приносит родной Ингушетии успехи и новые свершения. Ну а сейчас подарок для нашей республики от гостей программы. Это премьера музыкального клипа Айны Гитагазовой «Волчица». На этом мы с вами прощаемся. Еще раз поздравляем с днем рождения наш прекрасный край. Приятного вам просмотра! Костры мы поставим на башнях из шашек дамасских концами. Огонь их усилим, чтоб братья на помощь прийти к нам могли. Пробитые пулями бурки накинем на сыновей. С врагами пусть схватятся в битве, когда уйдут старики. Волчица, и имя сыскали нам утром под бар сырьем заревой. А выросли мы на камне, где ветер в сердце стучится, где снег, как смерть, нависает над гордою головой. Любимым мы скажем: ждала я с набега так долго, ждала, и вот я встречаю, ждала, я не смела устать. Я даже тогда воспевала, когда уста, как у волка, от крови врагов багровели, но я воспевала б тебя. Волчица, и имя сыскали нам утром под бар сырьем заревой. А выросли мы на камне, где ветер в сердце стучится, где снег, как смерть, нависает над гордою
стучится, а имя сыскали на утро под бацарем зарева. Я косы отрежу, чтоб косы пошли на его тетиву. Ведь мы родились той ночью, когда щенилась волчица. Когда он это делает, я рядом стою и достреливаю. Попадает в плечо, он континует. Вот как есть сомнения. Да, мне кажется,